Большинство из нас провели в школе 11 лет, но есть люди, которые задержались там подольше. Я сейчас говорю не о второгодниках, а о тех людях, которые там работают. Всем привет, меня зовут Дарья Христолюбова, и сегодня у нас в гостях не просто учитель, не просто директор, а учредитель частной школы «Империя знаний» Вероника Коробкина. Здравствуйте, Вероника. Добрый Рада день, вас видеть. Даша. Дорогие друзья, мы очень часто знакомим вас с интересными личностями, это наша работа, ну а у наших соседей своя работа, они делают ремонт, поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания на дополнительные интершумы. На самом деле, женщина-директор школы – это явление в нашей стране нередкое, Да. привычное. Но вот женщина, которая с нуля создала свою собственную частную школу, это отличный пример женского предпринимательства. Но хотелось бы все-таки узнать, с чего все началось. Вероника, вы более 20 лет работали в сфере образования, но в какой-то момент решили открыть свою собственную школу. Что-то не устраивало в существующей системе, или это был какой-то бизнес-план, бизнес-идея? Что стало отправной точкой для того, чтобы создать свой собственный храм науки и знаний? Нужно мыслями сейчас вернуться туда, хотя я очень часто возвращаюсь в то далекое прошлое. Действительно, работа в моей легендарной первой школе, она дала очень многое, не только мне, но и многим учителям, которые работали там. Вы знаете, даже я такой человек, которому нужно постоянно к чему-то стремиться, достигать каких-то новых целей. И пришел такой момент, когда захотелось нести вот эту вот миссию образовательную не только в стенах первой школы, но, наверное, уже в рамках республики, в рамках мира, возможно, да, можно так сказать, заниматься чем-то более творческим, потому что в любом случае, когда ты работаешь просто учителем, есть определенные ограничения, есть определенные стандарты. Конечно, бизнес-идея, она не возникла вот прям, что я встала, сказала, да, все, я открываю новую школу. В Таджикистане действительно женщины, это, наверное, 80% работники системы образования, но при этом открыть бизнес мне помог мой супруг. Мой супруг, в принципе, он является основателем, это была его задумка, именно его задумка, потому что, видя, что в моих глазах гаснет вот этот вот огонек, он мне просто предложил, не хочу ли я начать свое новое дело. Соответственно, мне, наверное, по сравнению с некоторыми, возможно, женщинами-предпринимателями повезло в том плане, что именно финансовый такой вклад в развитие, в открытие бизнеса сделал непосредственно, конечно, он. Поэтому, когда он увидел, вот, что все, огонек погас, он мне просто сказал, тебе чего-то не хватает. То есть, ну, тельцы, я сама по знаку гороскопа телец, это люди такие энергичные, эту энергию нужно постоянно куда-то отдавать. Вот, поэтому мы начали совершенно с нуля, это было 4 комнатки такие небольшие, это был центр дополнительного образования, математика. Там, да? Да, это была аренда, причем супруг мне сказал, что да, я готов проспонсировать, я готов тебя проконсультировать по юридическим точкам зрения, то есть по вопросам, но бизнес – это все-таки бизнес. И когда ты из педагогики уходишь в предпринимательство, то ты понимаешь, а что ты же там вот ученик, который пришел в первый класс. Соответственно, я начала очень много читать, начала составлять какие-то бюджетные схемы, планы, бизнес-планы. Вот. Вначале это была идея вообще открыть салон красоты, да, ну, потому что такой бум это был в 2016 году. Ничего себе, разброс, да, салон да, красоты да. или школа. Надо куда-то пойти. В итоге я поняла, что человек должен заниматься тем, что он любит. Люблю я детей, люблю я образование, люблю я именно заниматься вот творческим процессом в образовании. Поэтому, когда ты занимаешься бизнесом именно в той сфере, где твоя душа, то всегда все будет отлично. И, конечно, в какой-то момент возникла вот идея о ментальной арифметике, когда вот мы открыли ее, привезли в Таджикистан, потом это была робототехника. И спустя уже 3 года именно наши родители, дети, которые ходили к нам в Академию ментальной арифметики, они стали задавать вопрос, почему вы не хотите открыть школу? Но перед этим весь год я проводила мониторинги, какие-то анализы, тесты с детьми, как же сделать вот такую вот школу, чтобы действительно
это была школа счастья, чтобы там были счастливы все, чтобы детям училось хорошо, родителям было комфортно. Конечно, здесь вот мне помог мой 20-летний опыт, который был в государственной школе. То есть мы анализировали все минусы, почему были какие-то проблемы возникали, и все это до сих пор стараемся перерождать в плюсы. Ну вот смотрите, вы говорите, что у вас такой вот верный тыл был в лице мужа, Да. плюс вы читали определенную литературу. Хватило ли вот этих вот знаний и этой помощи для того, чтобы вот составить четкий бизнес-план, выстроить структуру, все вот эти вот нюансы предусмотреть, или еще как-то где-то чему-то приходилось обучаться? Вы знаете, Даш, я вообще считаю, что знаний никогда их не хватает, их никогда не бывает достаточно. Именно дефицит знаний ты понимаешь в тот момент, когда растет твой бизнес. На тот момент, когда это был центр доп. Образования с коллективом в 3 человека, этого всего хватало. Да? Но когда это уже школа, где у тебя около 300 человек детей, где у тебя штат около 40 человек сотрудников, где уже совершенно другие обороты, где совершенно другая конкуренция, да, будем говорить об этом, то, естественно, вот год назад я проходила менторинговую программу при поддержке Европейского банка развития и реконструкции, вот, с очень крутым именно наставником, с моим консультантом, поэтому постоянно до сих пор я этому всему учусь, потому что именно с развитием приходят вопросы, где ты упираешься в то, чего ты не знаешь. Соответственно, сейчас, если я могу сказать, что да, я педагог с большой буквы, да, дети, родители это могут сказать, то как предприниматель я понимаю, что мне еще очень многому нужно учиться. Да, всегда есть к чему Да. стремиться. Но вот смотрите, Вероника, если мы сейчас к любому человеку подойдем и зададим вопрос в лоб, чем отличается частное образование от государственного, наверное, в первую очередь нам ответят ценой. Но этот ценник, он чем-то обоснован. А Конечно. можете на примере своей школы сказать, с чем отличается все-таки частное от государственного? В первую очередь частная школа, это, наверное, тоже знают все, отличается количеством детей. Да, в том, что есть определенные стандарты в частной школе, где определенное количество детей не превышает в классах. Да. Вот. Плюс отличается, каждая частная школа отличается каким-то своим направлением. Цена, конечно, она не берется из воздуха, цена она фиксируется, то есть у нас есть служба по антимонополии непосредственно, где каждый год мы утверждаем свои цены. Это именно перед государственным отчет, куда идет закладка и откуда же вот она, вот эта вот цена. Потому что когда иногда люди говорят, откуда эти цены? В действительности эти цены формируются, зарплатный фонд есть именно расходы на хозяйственную часть, есть аренда, есть налоги. Соответственно, чем больше мы делаем вклад, тем мы понимаем, что и развитие вот этого бизнеса, оно будет больше. Конечно, если даже сравнить те обороты, которые были у нас, допустим, 5 лет назад, и сравнить обороты, которые сейчас, это очень большая разница. Плюс, ну, допустим, смотрите, государственная школа. Ребенок находится в школе с 8 утра до 12, до половины первого, да, максимально. То есть ребенок изучает основные предметы, которые есть в стандартах по программам. Соответственно, для того, чтобы ребенка развивать именно всесторонне, родители отдают ребенка на рисование, на вокал, на гимнастику, я там не знаю, на тэквондо, на актерское мастерство. Поэтому, если посчитать, в принципе, все затраты, просто когда человек тратит это каждый день и по чуть-чуть, как правило, ну, у человека, наверное, такая сущность, мы не считаем это все вместе. Не так заметно. Да, не так заметно. Плюс мы очень часто не считаем вообще наши дорожные расходы. С учетом того, что в основном, в принципе, как бы люди передвигаются, допустим, даже если и на такси, даже если когда и своя машина, то все эти расходы нужно учитывать. И самый главный расход, который он есть, это наше время. А люди, временной ресурс, они не считают вообще. То есть если забрать это, поехать ребенка забрать, отвезти его домой, покормить, а опять его повезти на какую-то секцию, вот, где-то подождать, где-то опять вернуть. То есть это очень-очень большие расходы и, соответственно, плюс еще репетиторы. А репетиторы, согласитесь, есть, конечно, разные ставки у репетиторов, но хорошие репетиторы достаточно такие, у них тоже хорошая и высокая ставка именно финансовая. Поэтому, когда вот я провожу презентации для родителей, которые хотят, чтобы их дети учились у нас в школе. Я делаю прям полностью финансовый отчет, из чего формируется наша цена.
То есть прям все по полочкам Все по раскладываете, полочкам, все по показываете? полочкам, сколько ребенок, у нас даже есть такое, что родитель, у нас годовое обучение стоит 17,5 тысяч самани, то есть если это взять, это 1750 самон в месяц. При этом, при всем, то есть у нас прям есть, что родитель тратит 17 500, но получает на 22 тысячи. То есть сколько трачу, сколько получаю, если бы это было за пределами школы. Но к цене мы еще обязательно вернемся, поговорим об этом, без этого Самый никак. больной вопрос для всех. Для всех родителей. Да. А вот больной вопрос, наверное, для начинающего предпринимателя, который хочет окунуться в эту сферу, этот вопрос касается того, что вообще тяжелее всего в нашей стране при открытии своей собственной частной школы. Основные трудности, они с чем связаны? Основные трудности, если, например, это, конечно, во-первых, ресурсы, да, именно финансовые ресурсы. То есть, но сейчас можно отдать должное, что есть очень много программ для поддержки женского предпринимательства. Когда я подошла к этому в 2016 году, не было действительно таких именно лояльных программ. Сейчас и пониженные процентные ставки для кредита именно для женского предпринимательства. Поэтому, конечно, тогда это было сложнее. Сейчас я вообще говорю, что человек может в этой жизни добиться всего, только не бывает все сразу, да? Нужно идти по ступенькам. Когда начинали мы открывать наш бизнес, вот я до сих пор помню эту сумму, это было $3000. Это было $3000, Какой которые год? 2016. 2016 год, то есть я вот прям посчитала, мне нужно там 6 столов, не знаю, там парты, вот это вот все, да. То есть вот в 3000 мы уложились на тот момент. Но это было где-то, наверное, около 40 тысяч самани. То есть, соответственно, это вот первые зарплаты, был пока один сотрудник, даже был такой момент, что я сама вела и дополнительные занятия, чтобы центр начал себя окупать. Вот. Трудность именно при открытии школы сейчас и, наверное, всегда – это кадровый ресурс. Потому что, вы знаете, я вот когда сейчас вижу, в действительности у нас за последние года 2-3 открылось очень много школ. Я иногда открываю, кстати, вот узнаю как раз Азия Плюс. Открылась та школа, открылась та. У меня всегда возникает вопрос: ребят, где же вы берете педагогический состав? Да, потому что все хотят родители к педагогам опытным, со стажем. Но я всегда утверждаю, что не всегда стаж – это показатель профессионализма. То есть в моей школе, в моей компании работают в основном молодые специалисты. То есть это девочки, это ребята, которые закончили университеты. Действительно, мы проводим им регулярное обучение. У нас есть педагоги-наставники, методисты, которые прям занимаются концепцией развития системы образования внутри школы. Это уже люди со стажем. А вот когда открывают школы вообще, да, самое сложное, даже деньги их можно в принципе найти сейчас. Это не проблематично, очень много благодаря вообще государственным поддержкам, благодаря международным фондам, банкам, да, потому что банки очень сейчас лояльны в этом плане. А вот где найти педагогов? И вы знаете, даже честно вам скажу, что, например, для моих педагогов, на моих педагогов, каждый март месяц, с марта по август просто начинается охота. И я знаю, что это не только у меня, это во всех школах, то есть начинают просто переманивать, да. А сами этим грешите? Нет, у меня такого нет. Я, когда открыла школу, то есть у меня были определенные мои, да, я могу сказать, что это мои ученики, которых я воспитывала в свое время, именно как специалиста в первой школе. Я забрала свою команду. Хотелось, конечно, когда кто-то открывает именно бизнес в образовании, вначале нужно быть уверенной в своей команде, что она есть, а потом уже открывать. Ну вот что касается вашей команды и вашей школы, я знаю, что у вас в школе много таких вот новаторских фишечек, идей. У вас есть, например, схема геймификации, Да. то есть, да, вы игру включаете в процесс образовательный. Как ваши педагоги относятся к таким нововведениям? То есть вот вы приняли решение ввести что-то новое, и это не обсуждается, или это коллегиально принимается? Вообще, вы знаете, даже, конечно, если это касается каких-то именно профессиональных методик, то, конечно, не идет такое, да, что вот
ребят, хотим мы или не хотим, да, там это идет профессиональная методика, там проводится обучение, говорится слово «надо». При этом не бывает такого, что мы методику ввели и все на этом закончилось. То есть идет пилотный, именно идет пилотирование. Мы пилотируем месяц, смотрим, какие результаты. Подходит эта методика, не подходит. В каких классах есть достижения, в каких нет. Если мы видим, что что-то идет не так, то начинаем уже вместе, коллегиально именно это все обсуждать и именно вносить свои какие-то коррективы именно для наших детей. Потому что какая бы международная методика ни была, для ребенка определенной страны это все равно должны быть свои элементы. Именно на ментальность вот, Таджикистана, да, будем говорить на сегодняшний момент. А касательно, допустим, геймификации, возникло так, что, ну, мы знаем, и у родителей эта проблема есть, и все, кто сталкивается с детьми, и у нас, когда мы были, да, то есть, ну, иногда не хочется учиться. Ну, бывает, да, так, то есть бывает понимание того, что я хожу в школу, потому что так надо. Как вы думаете, вот взаимоотношения педагог-ученик в государственной школе и в частной школе, вот эти вот отношения, они одинаковые? Вы знаете, Даш, наверное, это все-таки зависит от учителя. Я всегда придерживалась этого мнения, всегда говорила, что в школе должны работать люди не ради зарплаты, не ради карьеры. Должны работать люди, которые действительно рождены быть учителем. В первую очередь нужно любить детей. И когда у меня приходят на работу новые сотрудники, это мой первый вопрос. Любите ли вы детей? Любовь — это действительно, когда ты живешь жизнью ребенка, когда тебе не все равно, что там происходит. Вот. Поэтому взаимоотношения, конечно, я думаю, что все-таки да, все-таки разные. Разные почему? Потому что в государственных школах очень большая нагрузка у учителей, очень большая. То есть невозможно, ну, какими бы мы ни были талантливыми, профессиональными, когда у тебя большое количество часов, и когда ты ведешь то есть много уроков в течение дня, ну, как бы ты сильно не любил, у тебя просто происходит вот это вот профессиональное выгорание. Наверное, если бы было так же, как в частной школе, возможно, были бы другие сдвиги. То есть здесь учителя полностью, причем очень много документации, которую учителя еще ведут. Это журналы, это поурочные планы, это какие-то отчеты, и, возможно, просто не хватает на это все сил. Какая уже бюрократическая нагрузка Да, да, для меня главное это показатель, результат, то есть не то, что написано на бумажке, а действительно у меня учителя ограждены, можно сказать, от многих тех бюрократических. То есть у нас есть администратор, который этим занимается, да, есть определенные люди, которые ведут дело производства, но учитель в первую очередь должен только заниматься обучением и воспитанием детей. Потом мы работаем со своей командой, я работаю над командой, учу их, как быть позитивными, как не поддаваться стрессам, как не впадать в депрессии, как уходить от профессионального выгорания, как быть счастливым. Потому что если педагог счастлив, он это счастье передает своим детям. Но счастлив педагог или несчастлив — это живой человек в любом случае. Да. И он может, так же, как и любой другой, совершить определенные ошибки. Мы от этого не застрахованы, да, никто из нас. Но, к сожалению, к счастью, не знаю, просто, да, это факт, не каждый хочет или умеет признавать свои ошибки. Учитель, может быть, боится потерять авторитет, да, в глазах ребят, и этого не признает. Вот в вашей, например, да, деятельности в сфере образования были такие моменты, когда на самом деле вот вы были неправы, и, положа руку на сердце, вы потом просто подошли к ребятам и сказали: да, ребят, это была моя ошибка. Не один раз, Даш. Плюс я, как национальный координатор ассоциированных школ ЮНЕСКО в Таджикистане, когда провожу тренинги с учителями наших школ в других городах Таджикистана, я всегда говорю, что ребенок всегда берет пример с нас. И когда мы ребенку говорим, нельзя повышать голос, допустим, на друга, на кого-то из знакомых, но при этом учитель сам повышает голос, то есть мы уже ребенку показываем, что это палка о двух концах. То
То есть ты не имеешь права, потому что ты маленький, а я имею право, потому что я больше. У нас был такой случай, вот буквально, наверное, где-то в декабре. То есть получилось так, что во время перемены педагог зашел в класс, и в этот момент в него полетел карандаш. Да, то есть она стала разговаривать с детьми, говорит: ребят, ну кто это сделал, это же нехорошо в конце концов, ну нужно и извиниться, да, как бы вот, а если бы он, то есть он прям вот у нее пролетел вот здесь вот, То есть случайно? задел. Она Ну вот, да, то вошла в есть здесь неподходящий никто момент. не знает, случайно, не случайно, она с ними стала говорить, кто вообще бросил карандаш, это острый предмет, а представьте, вот он в кого-то попадет, да, то есть это же может закончиться и последствиями какими-то. То есть они все молчат, друг на друга смотрят, но это, как правило, да, уже. Она потом ко мне спускается, она говорит: вы знаете, Вероника Вячеславовна, у них там сыграл именно девиз «один за всех и все за одного». Вот. Я ей говорю: давайте посмотрим камеры. Мы включили камеры, то есть у нас в каждом классе камеры, я сама на уроки не захожу, потому что когда ты как наблюдатель заходишь на урок, и педагог, и дети себя все равно ведут по-другому. Поэтому у нас камеры везде со звуком, и у меня всегда проходит такое мое онлайн-посещение на уроках во всех классах. Мы включили камеры, получилось, оказывается, так, что у девочки карандаш лежал в тетради. И вот она, когда этой тетрадкой просто махнула, он полетел, то есть, соответственно, никто из детей, то есть они не считали себя виноватыми, поэтому никто не признался. Она поднялась в класс, она сказала: ребят, извините меня, пожалуйста, мы сейчас проверили камеры, оказывается, что это случайность. Вероник, вы сейчас себя больше ощущаете человеком сферы образования или сферы бизнеса? Все-таки человеком сферы образования. Все-таки. Но сейчас я очень стараюсь, чтобы вот эта вот внутренняя часть меня как предпринимателя не поглотила меня как учителя. Был такой момент в прошлом году, когда я ушла именно в образование по бизнесу, очень глубоко ушла. Это прям была такая, знаете, сложная именно работа в том, что она была насыщенная. Но мне это доставляло такое удовольствие, потому что это были новые знания, я это все сразу экспериментировала, видела результаты, да, у нас команда очень выросла именно духовно, потому что учитель, развивая детей, он должен всегда развиваться сам. Но невозможно учителя развивать, если мы начинаем на него давить, вот этот вот груз, то есть это все должно быть потихоньку, так вот слаженно, чтобы учитель не заметил, да, что на него еще возлагает что-то. Вот. И был такой момент, когда я все-таки где-то что-то упустила в образовании. Поэтому, чтобы в этом году такого не произошло, я взяла себе прям как учитель определенные часы английского языка, чтобы вот это вот начало учителя все-таки во мне, вот как стержень, да, всегда было. И я сейчас преподаю уроки английского языка, как положено, с 3 по 7 класс. Это здорово, это очень здорово. Почему? Потому что, когда я как учитель в сентябре месяце зашла, я увидела очень много каких-то нюансов, Даш, которые потом подались корректировке. То есть, когда руководитель руководит сверху, вроде бы все хорошо, все слажено, но когда ты заходишь в сам процесс, ты видишь, что можно подработать, что можно улучшить, как наладить связь с директором, с детьми, да, например, у нас в школе обычно, когда все вот родители, да, кто к нам приходят только в школу, они говорят: мы себе всегда представляли директора вообще, но для нас директор это было страшно. Вы помните своего директора в школе? С содроганием вспоминаю. И, как правило, я тоже вспоминаю, как ученица с содроганием. То есть у нас такого нет. Ко мне ученики могут в любой момент зайти. Они даже иногда заходят. Я видела эти обнимашки да, даже с вами. Да, они заходят, они могут сказать: меня вот тот там обидел, они могут со мной обсудить проблему, они даже иногда могут зайти вот с шоколадкой, да, и сказать: давайте вместе попьем чай. То есть для меня это такое наслаждение в том, что они во мне не видят какого-то монстра, да, а действительно это дети, да? Доверительные, и потом для них очень важна вот эта вот моя любовь, очень важна. Детей нельзя судить по оценкам. То есть, как правило, очень часто, да, бывает, если ребенок двоечник, то все, и не дружи с ним, да. Вот, то есть вот так вот. Нет, на самом деле оценка — это оценивание
а работы. Мы же тоже очень часто делаем какую-то работу на 2, при этом же не говорит, что мы плохие, да. Я очень часто родителям тоже говорю, если ребенок получил 2, это не значит, что он плохой. Если вы мне сейчас скажете, приготовь там, допустим, я не знаю, крутоп, если я его приготовлю на оценку 3, это же не значит, что я плохая, да, но при этом я что-то другое умею делать на оценку 10. Это уже не качество человека. Да, это не качество человека, но вот это проблема, над которой нужно работать. Мне очень понравилось выступление одного педагога, не из нашей страны. Она выступала перед детьми и объясняла. Говорит, вот когда ваш телефон показывает заряд 3%, он разряжен, но он от этого плохим не становится. Вы его просто подзарядите, и он дальше будет вам служить верой и правдой. То же самое оценка. Вот сегодня 3 получил, значит, ну что-то там не хватило, надо дозарядить. Конечно. И все дальше пойдет на ура. Конечно, и дети это должны понимать. Не должно быть буллинга между детьми. Дети не должны думать о том, что если он слаб, допустим, по математике. Я, например, придерживаюсь того мнения, что детей неталантливых не бывает. Есть дети, с которыми мало работают. Да, кто-то может быть не так прекрасен в математике, но он прекрасен в творчестве. Кто-то не прекрасен в русском языке, но это талантливый ребенок, допустим, как актер. И вы знаете, вот у нас в школе проводится актерское мастерство, мы раскрыли очень многих детей, то есть они прям ставят профессиональные спектакли, родители у нас приходят прям как в театр, да, это все красиво, мы раскрыли очень многих детей. Вот именно вот через актерское мастерство, чтобы дети не боялись. И раскрывшись уже там, соответственно, они вот этой вот уверенности набираются уже в своей деятельности. Плюс еще есть такой момент, что мы каждый год, вот сейчас в этом году мы ввели 2 раза в год, это получается аттестация детей, то есть мы это делаем для себя, для того, чтобы увидеть именно стандарты, потому что в каждом классе на определенном отрезке времени есть стандарты по академическим знаниям, что дети должны знать. И вот, то есть дети по всем предметам, это как олимпиадные задания, они проходят, и победители у нас потом получают стипендии. Вот, кстати, Да. вернемся к финансовой Финансовой. части. Да. Мы понимаем все прекрасно, что самые лучшие инвестиции – это инвестиции в образование. Конечно. Но вы в начале нашей беседы уже сказали о том, что обучение стоит 17,5 тысяч в год. Я держала все это время в голове Я эту напомнила. сумму. Да, на самом деле это достаточно такая высокая цена для многих родителей в нашей стране. Не все, да, могут позволить. Есть ли какая-то возможность получить какую-то скидку на образование? Может быть, вообще полностью бесплатный учебный год, либо какая-то стипендиальная программа? Смотрите, у нас, как правило, если более одного ребенка учится, то есть определенная скидочная ставка. Этим занимаются тоже бухгалтера, администратор, кассир. То есть на каждого ребенка идет определенная скидка. Плюс дети, я считаю, что у каждого ребенка, то есть мы должны показать ребенку, что сколько бы ему лет не было, он может либо оплатить сам свое образование, либо частично его оплатить. И мы единственные, могу с гордостью сказать, в Таджикистане, кто проводит ежегодное разыгрывание гранта на бесплатное годовое обучение. Разыгрывание? Это Да. лотерея? Это не лотерея, то есть да, в каком плане, что разыгрывание, в том плане, что мы проводим олимпиаду по основным предметам, это математика, это русский язык, государственный язык обязательно и английский язык. И плюс есть одно задание на творчество. Вот. Причем мы делаем объявления по всему городу. То есть это не только для школ, для детей империи знаний, это для любого ребенка из города, кто хочет получить бесплатное годовое образование. Очень часто, то есть мы вот 2-й год, в этом году будет 3-й год, до 80, до 100 человек, детей и наших, и детей из других школ мы собираем у себя в школе, принимаем. И вот дети, то есть первое место это у нас прям годовое бесплатное обучение, мы выдаем сертификат, даже если это ребенок не с нашей школы, они приходят учиться. У нас было в 2 года, но 2 года вот в этом году мы грант на бесплатное прям обучение не выдали, потому что не хватало баллов. 2-е место это 50% скидка на год, и 3-е место это 30% скидка на год. Плюс дети получают у нас стипендий, то есть это абсолютные чемпионы олимпиад, да, внутренних и промежуточных. И плюс, если ты занял звание чемпиона. То есть среди всех детей около 100 человек получают ежемесячно стипендию. Вот, это выделяется специально бюджет из компании, да, то есть
Я плюс Резо Хисраевич, когда мы садимся, то есть выделяется в начале года, закладывается. Но при этом, при всем, то есть есть у нас дети, которые в месяц получают 300-400 само. Отличная Вот мотивация. Да, и если это посчитать за год, то это около 3000, то есть получается, что вот ребенок сам себя окупает. Но в любом случае, Вероника, со стороны родителей, да, это всегда дорого, если мы Да. не говорим о вот этих вот бонусных, да, системах. Если мы смотрим на ситуацию со стороны предпринимателя, и мы знаем, здесь аренда, здесь зарплата, здесь еще какие-то нюансы, всегда ты думаешь, что, наверное, может быть, еще ценник повысить, но, скорее всего, люди не пойдут. Вообще, вот частная школа – это рентабельный бизнес у нас в стране? Вы знаете, Даш, любой бизнес, ему нужно минимум 3 года для понимания того, что он бизнес. То есть, как правило, по закону бизнеса 3 года бизнес себя просто окупает. Все, что в него было вложено. Причем у нас получился такой вот, форс-мажорный, я не знаю, какой обстоятельств. Мы за 3 года деятельности, за 2,5 года деятельности школы мы уже 2-й раз переехали. То есть получается, что все те вложения, которые были сделаны при открытии школы, они до сих пор не окупились. Поэтому сейчас бизнес как прибыль, он себя не видит. Но очень важно для нас, что мы имеем возможность дать людям, да, будем говорить, работу, платить, что эти люди могут работать, что мы в то же время выплачиваем налоги, опять-таки, да, будем говорить, что это вот помощь государству, плюс дети, которые обучаются. Но в любом бизнесе, который бы мы ни взяли, самое главное – это выходить в ноль, самое главное. Вот. А так, конечно, я думаю, что через 3 года поднимемся. Пока школа, именно школа как бизнес, пока еще о прибыли говорить очень рано. Подождите, в 2016 году открылась? В 2016 году, но центр, он до сих пор функционирует. То есть мы не смешиваем сейчас центр доп. Образования и школу. Это отдельные 2 ребенка империи знаний. Центр, он живет своей жизнью, империя знаний как школа живет своей жизнью. Вероника, если сейчас у кого-то из наших зрителей есть идея в голове, вот он холит, лелеет ее, но только там где-то внутри, открыть свою собственную частную школу, какой самый главный совет вы дадите этому человеку? Самый главный совет – любить, во-первых, то, чем человек занимается. Конечно, быть руководителем школы, я считаю, что должны быть люди, вообще даже в бизнесе, да, люди, которые ведут этот бизнес, это должны быть люди в первую очередь из образования. Потому что школоведение – это вообще отдельная наука, это даже и не педагогика, это вот совершенно, да, плюс сейчас 21 век, это здесь сюда еще и бизнес, и маркетинг, и все вот это вот, да, прибавилось. Конечно, работать над своей командой и работать над собой. И в первую очередь для того, чтобы держать вот эту вот планку качества, самому руководителю нужно понимать, а что ты делаешь. То есть не так, что у меня есть деньги, а ну-ка давай-ка я открою школу, а действительно понимать, что ты делаешь. Ну, еще могу дать такой совет: вступить в партнерство с Империей знаний и купить франшизу Империи знаний. Готовая уже да, схема. готовый продукт, готовая схема. Поэтому, друзья, имейте в виду. Да. Вероника, спасибо вам большое. Я желаю вам успеха в развитии вашего бизнеса, в развитии вашей школы, самое главное, в развитии ваших детей. Спасибо большое, Дашуль. Я действительно хочу вас поблагодарить тоже за то, что вы меня пригласили. Хотелось бы на самом деле, чтобы все наши дети жили в мире, чтобы они все были образованы. Наверное, когда у нас будет свое собственное здание, это, возможно, будет и вообще все бесплатно. Ловим вас на слове. Да, Друзья, да. напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Вероника Коробкина, преподаватель, директор и учредитель частной школы «Империя знаний». Спасибо большое. Thank you.